Должников, как Михаил, в столице порядка 85 тысяч человек. Именно такое количество астанчан могут воспользоваться новым законопроектом и объявить себя банкротами. Но специалисты предупреждают, придется подождать до марта. Документ вступит в законную силу через 2 месяца. А пока потенциальным банкротам предлагают самостоятельно проверить, подходят ли они под предлагаемые условия. В первую очередь следует ознакомиться с персональным кредитным отчетом через бесплатный сайт кредитного бюро. Там можно уточнить период задолженности. Затем через электронное правительство проверить наличие имущества. Следующий обязательный шаг – получение документа об урегулировании долга. Его выдадут в банке или микрокредитной организации, где и был взят заем. Со стороны банка либо микрокредитной организации должна быть попытка предоставления более лучших условий в пользу должника с целью погашения кредита. И если они об этом не приходят к общему знаменателю, то тогда составляется этот документ об урегулировании долга, и он прикладывается третьим документом, который основным идет к этому заявлению на банкротство. Если после проверки выяснится, что у неплательщика нет имущества, а его долг составляет менее 5,5 миллионов тенге и висит на просрочке более года, то, вооружившись ЭЦП и справкой из банка, можно смело идти в управление госдоходов по месту жительства. Процедуру внесудебного банкротства запустят там. Если физическое лицо в течение 6 месяцев получает адресную социальную помощь, то ему не нужно урегулирование долга, и ему не нужно о наличии имущества. Также справки с персональный кредитный отчет, вот этот со сайта ID МКБ, тоже не нужен. Если долг превышает 1600 МРП, потребуется обратиться в экономический суд по месту жительства. Туда же следует обращаться, если есть имущество в залоге. Специалисты предупреждают, оно будет реализовано в счет погашения задолженности перед кредиторами. Если же единственное жилье не в залоге, изъять его не смогут. Стоит также напомнить, что восстановить платежеспособность можно и без присвоения статуса банкрот. Законопроект предусматривает получение рассрочки до 5 лет, но только при наличии стабильного дохода. Агдана Сабыр, Ернур Калелов, Бауыржан Жолдубалин, Астана Таймс.